Здравствуйте, меня зовут Дунганова Джамиля Эрнестовна, я логопед и специальный педагог. Я преподаю на кафедре специальной педагогики и психокоррекции Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева, а также я работаю логопедом в отделении челюстно-лицевой хирургии Национального центра охраны материнства и детства. Вот уже 27 лет я работаю с детьми, которые имеют особенности в развитии. Уважаемые родители, в данном видео мы расскажем вам о важности речи и коммуникации в жизни каждого человека, о том, какие особенности развития и коммуникации встречаются у детей с особенностями в интеллектуальном и общем развитии. Данная информация покажет вам, что родители могут сами развивать навыки коммуникации и речи в повседневной жизни и подскажет, как создать среду, которая помогает ребенку развиваться в домашних условиях. Цель данного материала – показать родителям, как можно поддерживать потребности и возможности ребенка в общении и развитии. Мы уверены, что вы сможете сами помочь своему ребенку развиваться и общаться. Семья – это самые близкие и самые важные люди для каждого человека. Вы являетесь первыми учителями для своего ребенка. Мы постарались подобрать самую необходимую информацию о важных сторонах жизни детей с особенностями. Многие советы в нашем видео дают сами родители детей с особенностями в развитии. Мы выражаем надежду, что предложенная вам информация будет полезна. Годы раннего детства являются важным периодом в развитии ребенка. Ранние годы жизни ребенка очень важны, потому что они закладывают основу для всей остальной жизни. Именно в свои ранние годы дети учатся быстрее, чем в любое другое время в жизни. И неважно, есть у ребенка особенности в развитии или их нет. Именно семья в жизни каждого человека играет важнейшую роль. Особенно это касается жизни ребенка, личность которого еще только формируется. Для него семья – это самые близкие люди, принимающие его таким, какой он есть, независимо от состояния здоровья и индивидуальных особенностей. В развитии ребенка выделяют несколько областей: двигательное развитие, когнитивное или умственное развитие, речевое и коммуникативное развитие, социально-эмоциональное развитие, адаптивное развитие, навыки самообслуживания и правила поведения в обществе. Речь и способность к коммуникации, то есть к общению, являются очень важной областью развития ребенка. Но необходимо понимать, что эти способности не передаются ребенку по наследству, а они формируются с момента рождения ребенка и напрямую зависят от окружающей его семьи. Родителям важно знать, что формирование полноценной речи ребенка зависит не только от его состояния здоровья, но и от благоприятного речевого окружения. Чем раньше родители обращаются за помощью к специалистам, тем благоприятнее прогнозы на дальнейшее развитие. Давайте подробнее поговорим о том, что же такое речь и коммуникация. Речь – это процесс общения при помощи языка. Это наиболее распространенная форма человеческой коммуникации. Она наиболее простая и доступная в случае, если нет никаких нарушений в развитии. Общение или коммуникация в переводе с латинского «делаю общим», то есть это взаимодействие. Это связь между живыми существами. Общение имеет более значимую роль для развития любого ребенка, чем словесная речь. Коммуникация или общение означает, что ребенок понимает вас, а вы понимаете его. Для общения люди используют не только слова или вербальное общение, но и такие важные средства, как жесты, взгляд, мимику и голос. Дети общаются раньше, чем могут использовать словесную речь. В общении ребенок познает окружающий мир, выражает свои чувства и желания, поэтому общение в жизни часто важнее, чем словесная речь. Как же родители детей раннего возраста могут заметить, как их дети показывают то, что они хотят? Словами. Одно четкое слово, два четких слова, неясные слова или что-то, что звучит похожим образом, например, «ва» вместо «воды». Звуками. Плач, крики, нытье или другие звуки. Руками. Указывание на то, о чем хочет попросить или тянется к чему-то рукой. Телом. Движение к чему-то, попытки получить что-то самим ребенком. Кладут вашу руку на объекте, который они хотят, ведут кого-то за руку по направлению к чему-то, оглядываются на что-то, дают вам объект, обращаясь к вам за помощью. К примеру, открыть коробку. Глазами. Смотрят на вас, быстро смотрят на объект и потом на вас, уставятся взглядом на что-то.
лицом, показывает эмоции, двигает бровями и так далее. Как же развивается речь ребенка? Речь ребенка формируется постепенно, и в каждый момент ее становления родители могут помочь быстрее и правильнее овладеть ею. В дошкольном возрасте одинаково важное значение имеют все компоненты устной речи. Понимание обращенной речи, правильное восприятие и развлечение звуков речи на слух, словарный запас, грамматическое оформление речи, звукопроизношение и способность соединять отдельные слова в короткие или длинные предложения. Чтобы понимать, нуждается ли ваш ребенок в помощи логопеда, необходимо знать закономерности развития речи детей, которые проходят ряд последовательных периодов, имеющих свои особенности и протекающих благоприятно только при известных условиях. Каких же? Правильный режим, правильная речь окружающих ребенка, правильное воспитание. Предлагаю вашему вниманию очень короткую информацию о том, как формируется речь, чтобы иметь для себя ориентир в развитии речи вашего ребенка. На 3-м месяце жизни у младенца появляются первые звуки г, к. Этот период называется гулением, когда ребенок произносит много звуков, например, гласных а, агу, бу, согласные и так далее. С 4-5 месяцев до 1 года у ребенка наступает период лепета. В это время начинается повторение отдельных звуков и слогов. Сначала ребенок сам, более четко, чем раньше, говорит «мам», «ма-ма-ма», «бу-бу-бу», «тя-тя-тя», то есть повторяет одни и те же слоги и звукосочетания. Вскоре он начинает повторять отдельные слоги и звуки за взрослыми, и к году он говорит от 10 до 20 слов. Внимательные родители всегда знают, какое слово может повторить их ребенок. Они не предлагают трудных, длинных слов, говорят слова медленно, отчетливо, связывая каждое новое слово с предметом, который дают ребенку. С детьми, начиная с 4-5 месяцев, следует говорить только правильным языком, не подделываться, даже невольно, под речь ребенка. На 2-м году жизни у ребенка с нормотипичным развитием происходит быстрое накопление словаря. К концу 2-го года словарь ребенка достигнет 200-400 слов. Обычно к 3 годам ребенок в общении с людьми пользуется развернутой фразой. В это время его словарь увеличивается до 1000 слов. Слова приобретают точное значение. Ребенок много говорит сам, любит слушать короткие стишки, рассказы, сказки, запоминает их и рассказывает. Обычно к 4-6 годам дети в норме овладевают правильным произношением всех звуков родного языка без специального обучения, лишь по подражанию правильному произношению взрослых. У ребенка 7 лет речь практически достигает уровня речи взрослого человека. В дальнейшем просто увеличивается и обогащается ее словарный состав, развивается связная речь и грамматический строй. Усваивается правильный литературный язык. Бывает так, что по разным причинам некоторые дети не могут научиться понимать обращенную речь или говорить, как все другие. При этом нужно знать, что оценивая актуальный уровень развития коммуникации или речевого развития, не нужно смотреть на возраст. Оценивайте реальный уровень развития и начиная помогать ребенку, отталкиваясь именно с этого уровня развития. Например, если ребенку 3 года, а он не всегда правильно понимает ваши просьбы и инструкции и самостоятельно говорит только несколько лепетных слов, то нужно понимать, что по возрасту он находится на уровне речевого развития годовалого ребенка. Значит, нужно начинать именно с этого этапа, то есть развивать понимание словесных инструкций, пополнение словарного запаса простыми лепетными словами и звукоподражаниями типа аф-аф, мяу, би-би и так далее. Нарушение в развитии ребенка серьезно затрудняет его полноценное общение с окружающими. Если дети в возрасте до 1 года теряют слух совсем или частично, развитие гуления и лепета у них прекращается. У детей с врожденно ослабленным слухом гуление почти не слышно. Оно появляется как обычно, но скоро исчезает, так как ребенок не слышит своего голоса, а взрослые появившиеся звуки не закрепляют. Голос этих детей можно слышать при плаче, резких переменах положения, но в ответе на обращенную к ним речь эти дети не издают звуков. Физические ограничения при детском церебральном параличе затрудняют формирование самостоятельных движений, мимика, указательные жесты и другие, работу артикуляционного аппарата. Дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги.
У детей, имеющих нарушение интеллекта, в сочетании с аутистическими расстройствами отсутствует или на очень низком уровне потребность в общении. Детям трудно выбрать форму общения – жесты, слова, мимику или другое. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций – коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная, то есть звучащая речь, отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно. Какие рекомендации можно дать родителям, чтобы развивать у детей с особенностями навыки общения или коммуникации? Сначала нужно понимать, что обучение речи и коммуникации помогает детям передавать информацию, обращать внимание на окружающих людей, проявлять интерес к другим людям, следить за их действиями, устанавливать и поддерживать зрительный контакт, обращать внимание других людей на себя. При молчаливом уходе за ребенком появление первых звуков запаздывает, и речь начинает развиваться позднее. Поэтому чаще говорите с ребенком. Выражайте ваши чувства естественным образом и старайтесь соответствующе реагировать на различаемые вами эмоции ребенка. Например, если ребенок вас кусает, так же, как кусает все, что попадает в рот, нахмурьтесь и скажите твердо «нет, мне так больно». Или, если ребенок капризничает, отказывается от чего-то из еды, скажите «о, это было невкусно», преувеличивая голосом и выражением отвращения. Независимо от того, насколько ребенок маленький, называйте его по имени, когда разговариваете с ним. Зовите ребенка по имени, когда хотите привлечь его внимание. На первых порах ребенок будет реагировать только на ваш голос. Однако постепенно ребенок начнет понимать, что, называя его имя, мама и папа пытаются привлечь его внимание. Будьте внимательны к попыткам ребенка общаться как голосом, так и жестами и знаками. Наблюдая за ребенком в течение дня, старайтесь определить, что или кто привлекает его особое внимание. Называйте эти игрушки зверей или людей. Например, «Это же папа пришел». Или «Это собачка. Какая хорошая собачка. Погладь собачку». Или «Это мячик. Давай покатаем мячик. Толкни мячик рукой. Вот так». И так далее. Привлекайте внимание ребенка к тем предметам, которые вы называете. Смотрите на них, показывайте указательным пальцем. Если можно, давайте их в руки ребенку. В течение дня многократно возникают ситуации, когда можно и нужно попросить ребенка что-то сделать. Старайтесь формулировать эти просьбы максимально просто и понятно. Положи ложку на стол, принеси мне книжку, отдай это Акылу и так далее. Всегда выражайте свою радость от того, что ребенок выполнил просьбу. Если ребенок не выполняет ваших указаний, показывайте ему, что вы от него хотите. Можете также физически помочь ему выполнить тот порядок действий, который вы попросили. И в этом случае тоже выразите свое удовольствие и одобрение. В течение дня задавайте ребенку простые вопросы, требующие ответов «да» или «нет». Например, «Ты хочешь яблоко?» Или «Это мой ботинок», когда вы держите у своей ноги ботинок ребенка. Начинайте с вопросов, на которые ребенок наверняка знает ответ. Когда вы одеваете или купаете ребенка, говорите про руки, ноги, живот, глаза, уши и другие части тела, касаясь их. Давая инструкции во время одевания, используйте названия частей тела. Подними ручки, дай мне вытереть тебе нос. Когда ребенок сидит у вас на коленях и трогает ваш рот или нос, называйте, дотрагиваясь до рта или носа ребенка. В течение дня привлекайте ребенка для помощи вам. Попросите его протянуть вам ту или иную вещь, принести что-то из другой комнаты. Если у ребенка будет растерянный вид, когда вы у него что-то попросите, повернитесь и укажите пальцем на то, что вам надо. Если ребенок возьмет не то, скажите «нет, мне надо» и назовите этот предмет. Если нужно, подойдите к этому предмету и скажите «вот это, принеси мне его». Помогайте ребенку добиваться успеха. Всегда выражайте свое удовольствие, хвалите ребенка, называя его хорошим помощником. Когда вы играете с ребенком или читаете ему, изображайте, как говорят разные животные и какие звуки издают разные предметы – паровозы, машины и так далее. Например, скажите «му», «аф-аф», «мяу», показав на корову, собаку и кошку. Дети обычно любят такие звуки и с удовольствием их произносят.
После того, как вы произнесли один из таких звуков, подождите и послушайте, не попытается ли ребенок его повторить. Возможно, он сделает это несколько позже, когда будет играть с соответствующей игрушкой. Часто говорите с ребенком в течение всего дня. Например, когда ухаживаете за ним, кормите, переодеваете, пеленаете, купаете, а также, когда находитесь рядом с ребенком, когда он не спит или у вас есть время взять его на руки и поговорить. Реагируйте на попытки ребенка начать общение. Очень важно, чтобы ребенок не просто отвечал на ваше общение, но и проявлял инициативу в общении, то есть самостоятельно задавал вопросы, делился впечатлениями и так далее. Отвечайте на вопросы, которые, как вам кажется, задает ребенок, повторяйте вопросы и давайте ответ. Пусть ребенок знает, что вам интересны его вопросы. Для формирования правильного произношения звуков необходимо развивать подвижность речевых органов. Чтобы сформировать артикуляционный аппарат, органы, участвующие в звукопроизношении, ему можно предложить выполнять в виде игровых действий следующие упражнения: лопатка, чашечка, лошадка и так далее. Для развития речевого дыхания очень полезно учиться делать плавный и долгий выдох ртом с напряженными губами. Хорошо тренируют такой навык сдувание легких предметов со стола или с руки. Эта игра может иметь множество вариантов. Сдувать клочок ваты, изображая снег, сдувать кораблик или самолетик из бумаги, заставить летать листья или клочки бумаги, как будто это осенний листопад, пускать мыльные пузыри, сделать ветерок, заставляя крутиться вертушку и другое. С развитием речи напрямую связана крупная моторика ребенка. Для тренировки ловкости, точности и координации движений можно выполнять следующие упражнения и игры. Стоять поочередно на правой и левой ноге, на носочках, на пяточках, прыгать на двух ногах, на одной ноге, попеременно, ходить по бордюрам, дорожкам, по веревочке, ходить и бегать, меняя направление движения вправо, влево, назад, вперед и так далее. Маршировать на месте с высоким поднятием ног, а также упражнения с перекрестным движением рук и ног. Также надо играть с мячом, подбрасывать вверх и ловить обеими руками, бросать об пол и ловить обеими руками, бросать об стену и также ловить обеими руками и так далее. Игра попадания в цель. Можно соорудить кольцо самостоятельно из подручного материала. Подойдет любая емкость, куда на расстоянии можно кидать предметы. Сюда же относятся варианты игр в боулинг, городки, кегли и так далее. Когда ребенок использует для общения предложения из одного-двух слов, начинайте использовать предложения из двух-трех слов. Например, если ребенок смотрит на вас и говорит «садись», сядьте и скажите «мама села». Как только ребенок научится использовать предложения из двух слов, расширяйте задание до 3-4 слов в предложении. Часто вовлекайте ребенка в ролевую игру. Например, говорите за кукол, мягких игрушек. Пусть они совершают знакомые ребенку действия, например, еда, укладывание спать, купание. Пусть задают ребенку вопросы или как-то иначе вовлекают его в игру. Сымитируйте завтрак, где вы и ребенок будете понарошку есть печенье или пить сок из пустой посуды. Стройте дороги и дома из кубиков и рассказывайте о них. Возьмите лошадку или машинку и рассказывайте, куда вы едете или скачете, кого можно навестить по дороге, что можно будет делать в гостях и так далее. Часто вовлекайте ребенка в разговор. Говорите о том, что ребенок делает или что делал сегодня. Внимательно слушайте, что ребенок пытается вам рассказать. Повторяйте за ним то, что вы поняли, чтобы проверить правильность ваших догадок. Задавайте ребенку вопросы о том, чего он хочет, что делает и так далее. Уважаемые родители, у вас может возникнуть вопрос: а если ребенок не владеет устной словесной речью и в ближайшее время не сможет ее освоить, что делать в таких случаях? В настоящее время для детей с серьезными трудностями в речевом и интеллектуальном развитии специалисты используют различные средства альтернативной и дополнительной коммуникации, или АДК. Даже в случае серьезных нарушений в развитии можно и нужно поддерживать коммуникацию. Мы говорили ранее, что она важнее, чем словесная речь. В современном мире существует система альтернативной и дополнительной коммуникации, АДК, которая помогает людям с серьезными нарушениями в речевом, двигательном, интеллектуальном развитии выражать свои просьбы, мысли. Они могут писать, читать, поддерживать общение с окружающими людьми и чувствовать себя комфортно, потому что его понимают.
Какие есть средства альтернативной и дополнительной коммуникации? Первое. Общение с помощью жестов. В каких случаях рекомендуется использовать жестовую речь? Детям с серьезными нарушениями в координации движений речевых органов. Детям с тяжелыми нарушениями мышц речевого аппарата, но без серьезных нарушений движения руки. Например, дети с ДЦП могут иметь тяжелую дизартрию, то есть нарушения в речевых органах и нарушение движения руки, и не смогут сформировать жестовый знак. Детям с интеллектуальными нарушениями, в том числе при синдроме Дауна, а также детям с расстройствами аутистического спектра. Второе. Общение с помощью графических символов. Самое известное в нашей стране – это система обмена карточками для коммуникации, или PECS. Это модифицированная программа прикладного поведенческого анализа по раннему обучению невербальной символической коммуникации. PECS в основном используется в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра и представляет собой систему обмена карточками для коммуникации. С помощью карточек ребенок учится обращаться с просьбой к окружающим и выражать свои желания и эмоции, а также комментировать интересующие его события. Введение карточек PECS способствует развитию коммуникативных навыков и часто приводит к появлению устной, словесной речи, а также приводит к снижению проблемного или нежелательного поведения. Третье. Глобальное чтение. Глобальное чтение является одной из ведущих методик дополнительной коммуникации для стимуляции речевого развития у детей с синдромом Дауна, так как сильной стороной данных детей является зрительное и образное восприятие. Обучение глобальному чтению позволяет развивать понимание обращенной речи, а иногда и вызвать активную речь, а также дать детям возможность общаться, передавать в первую очередь свои желания. Суть метода состоит в том, что ребенок воспринимает зрительно и на слух слова, написанные целиком, а также словосочетания и короткие предложения. Такое обучение проводится регулярно на протяжении длительного времени. В результате ребенок овладевает технологией чтения слов и текстов. Кроме того, глобальное чтение развивает зрительное внимание и память. Четвертое. Визуальное расписание. Визуальное расписание сообщает ребенку, что произойдет дальше и в каком порядке. Это помогает снизить тревожность ребенка и избежать проблем в поведении, а также развивать самостоятельность, что повышает его самооценку. Визуальное расписание больше используется в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра и серьезными интеллектуальными нарушениями, так как зрительное восприятие и память, а также наглядно-образное мышление являются их сильной стороной. Пятое. Технические средства коммуникации. Это планшетные коммуникаторы, компьютеры и так далее. Это различные технические устройства с программами коммуникации, которые помогают детям приветствовать собеседника, прощаться с ним, обращаться за помощью, выражать просьбу, желание, выражать согласие или несогласие, выражать благодарность, отвечать на вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог. Уважаемые родители, средства альтернативной или дополнительной коммуникации подбирает логопед или специальный педагог, который прошел дополнительное обучение по использованию данной системы. Необходимо провести профессиональную диагностику и в соответствии с полученными результатами подобрать подходящее средство коммуникации. В заключение хотелось бы дать несколько общих рекомендаций по вопросам развития и обучения детей с особенностями в интеллектуальном развитии. Первое. Не следует на ребенка смотреть как на маленького беспомощного. Не рекомендуется постоянно опекать, например, собирать за него учебные принадлежности, контролировать каждое действие ребенка при выполнении домашних заданий. Второе. Именно в простых видах деятельности, элементарных навыках самообслуживания и самоконтроля развиваются такие важные качества, как уверенность в себе, чувство ответственности и самостоятельность. Конечно, контроль необходим, но его необходимо организовать не над, а рядом. Третье. Не предъявляйте завышенные требования к ребенку. Перегрузка, особенно интеллектуальная, влечет за собой не только снижение работоспособности, заторможенности в понимании ситуации, но может проявиться агрессия, срывы в поведении, резкие перепады настроения, и ребенок теряет веру в свои силы. Четвертое. Для эмоционального и общего развития ребенка очень большое значение имеет общение. Пятое. В своих отношениях с ребенком поддерживайте позитивную установку. Чаще хвалите его, но старайтесь хвалить именно за его собственные усилия. Подчеркивайте успехи. Шестое. Для подкрепления устных инструкций используйте жесты, картинки, схемы,
образцы и так далее. 7. Оберегайте ребенка от утомления. Оно приводит к снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 8. Как только ребенок устал, его следует переключить на другой вид деятельности. По вопросам развития речи и коммуникации за профессиональной помощью вы можете обратиться к следующим специалистам. Логопед – специалист, который поможет вашему ребенку справиться с трудностями в речевом и коммуникативном развитии. Поможет вам разработать план коррекционно-педагогической работы с рекомендациями по обучению в домашних условиях. Специальный или коррекционный педагог поможет вашему ребенку в умственном развитии и разработает план коррекционно-педагогической работы с рекомендациями по обучению в домашних условиях. И помните, пожалуйста, уважаемые родители, что нет необучаемых детей. И даже в самых сложных случаях можно и нужно целенаправленно учить, используя особые методы, приемы и средства обучения, разбивая весь процесс обучения на маленькие шаги, обязательно учитывая индивидуальные особенности. Работа родителей над развитием речи и коммуникации очень важна, так как помогает ребенку познавать окружающий его мир, поддерживать его эмоциональное развитие, повышать его самостоятельность и самооценку, а значит, улучшает качество его жизни.